Меня зовут Бурцев Николай Николаевич. Так меня в народе называют Бахсеус. Это Ксенофон Юрьевич Уткин. Так вот меня прозвал в свое время. Вот. Я кандидат физико-математических наук. Я специалист по физическому материаловедению. Ряд лет заведовал кафедрой физики твердого тела физического факультета тогда еще Якутского госуниверситета. Долго работал в правительстве, участвовал в экономических реформах Республики Саха-Якутия, а потом уже перешел работать в финансово-экономический институт. Ряд лет я занимаюсь с мастерами, народными мастерами, которые занимаются обычно металлами, то есть это кузнецами. В основном кузнецы наши занимаются ножевым делом, то есть это называется оружейное дело, и еще изготовлением хомусов, то есть это национальный музыкальный инструмент. Вот. Но сейчас уже у нас направление работы расширилось. Таким образом мы, допустим, сейчас занимаемся изготовлением батыя и других лезвийных инструментов. Ну вот батыя и так другие, они называются длиннолезвийные инструменты. Сегодня мы хотели бы остановиться на особенностях нашего якутского ножа. Якутского ножа. Ну, это так аббревиатура. Сейчас такой термин, он более широко распространен на якутский нож. Но, к сожалению, якутский нож сейчас претерпевает очень большие изменения. Появились очень много производителей, и так и в республике, так и вне республики. Ну, например, допустим, в Москве имеется несколько мастерских, которые занимаются специализированно изготовлением якутского ножа. Ну, например, вот это кузница, которая находится в Ворсме, это Подмосковье, вот, мастер Шилин. Вот якутский нож, он изготавливается вот в Москве. Вот таких вот мастерских сейчас уже достаточно много. И поскольку у нас якутский нож приобрел достаточно большую популярность, то имеет очень большой спрос. Не только в России, но и сейчас за рубежом очень охотно применяют. Наши кузнецы сейчас, они реализуют свою продукцию не только в России, но и за рубежом. Поэтому появилась необходимость каким-то образом защитить, с одной стороны, нашу вот национальную гордость якутский нож, и с другой стороны, как-то зафиксировать те признаки, которые присущи исторически действительно ножу народа Саха. И таким образом я, обобщая вот эти материалы, я, запатентовал вот так называемый нож Саха. Нож Саха. Вот. Этот патент, он, вообще-то говоря, предназначен для того, чтобы защитить наработки нашего народа Саха по этим лезвийным инструментам. Вот почему я так говорю, потому что все наши лезвийные инструменты, вот, начиная с ножа Саха, болота и других, они вот эти признаки имеют, так? Имеют. Вот. И он не предназначен для коммерческих целей, как вот многие так думают, так? Вот. То есть мы стремились зафиксировать вот наши достижения. Почему? Потому что этот наш нож, он постоянно терпит изменения. Эти изменения, они связаны, конечно, изменением уклада жизни и народа Саха, и других народов, населяющих Россию, но и связан с тем, что появляются новые материалы, новые возможности, новое оборудование, технологии, и поэтому вот это все влияет на традиционную форму и традиционные материалы ножа Саха. Так? Вот. Таким образом, этот патент, он имеет 10 пунктов признаков отличия от других ножей. 10 признаков. Ну, первый признак это, общеизвестно, это признак односторонний спуск. То есть заточка производится
с одной стороны. Вот у нас заготовка. Вот эта заготовка, она, значит, затачивается только с одной стороны. То есть это односторонний спуск называется. Так? Что это дает? Поскольку мы живем в таких климатических условиях, что нам часто приходится строгать и мерзлое мясо, и рыбу, и так далее, делать строганину, то вот такая форма ножа, она очень удобна для строгания. И поскольку у нас под рукой обычно не бывает ни рубанков, ничего, и вот изделия из дерева и так далее тоже мы традиционно делаем путем строгания. Вот это первый признак. Второй признак заключается в том, что вот лезвие вот этого инструмента, она вот такая изогнутая, выпуклая. Что это дает? Вот я условно могу разделить, допустим, поделить на части вот участки зоны, режущей кромки вот этого клинка нашего ножа. Ну, во-первых, это вот средняя часть. Вот эта средняя часть, она предназначена для строгания так называемых обычных материалов. То есть это мягкая древесина, это мясо, это, ну, как правило, это обычные материалы, которые обычно мы обрабатываем ножами, другими, в том числе и другими ножами. Обычно заточка вот, обычных ножов где-то находится в пределах 10-15 градусов вот, угла. Так, угол заточки вот он равен 10-15 градусам. Так, вот это позволяет нам нормально, хорошо, чисто обрабатывать материалы. Так. Ну вот, а здесь вот во второй зоне, да, вот, которая вот ближе к комлевой части, у нас угол заточки увеличивается и где-то находится в пределах 15-20 градусов. Так. Это что дает? Мы знаем, что строгать более твердые сорта деревьев, да, твердые материалы, там угол заточки должен быть большим. И вот как раз вот эта зона, она предназначена для обработки твердых материалов. То есть это может быть кожа, это может быть сухожилие, лиственница, еще может быть какие-то твердые сорта деревьев, дерева, вот для этого. То есть мы уже подходим к тому, что наш якутский, то есть нож саха, он универсальный. То есть он пригоден для обработки и мягких материалов, и твердых материалов. Так? И дальше у нас есть третья зона, которая находится совсем близко от комлевой части. Здесь угол наклона еще больше, это где-то 20-30 даже градусов иногда бывает. Так? Это достигается тем, что вот здесь у нас клинок сужается. Когда клинок сужается, и клинок он толстый, еще толще становится, и таким образом угол наклона здесь больше становится. И что это дает? Это дает возможность нашему ножу обрабатывать еще твердые материалы. Ну вот, например, у нас есть зубило. Вот, зубило, угол заточки очень большой. А тут у нас где-то 70-80 градусов. Так? Вот этими зубилами мы обычно режем металлы. Вот тут вот нож саха, он вот на этой части он может что? Он может резать очень твердые материалы. То есть это куски сахара, как обычно часто бывает, обрабатывают, режут, кускуют, да? Или же это проволока. Ну, некоторые любят резать, отрезать, допустим, гвозди, прутки различные. Таким образом, получается, что наш нож, он без повреждения, наш клинок без повреждения может резать и даже металлы получается. Так, ну вот, 3 зоны. Дальше у нас имеется еще следующая очень интересная зона, которая простирается вот с этой части, вот отсюда до сюда. То есть это зона постепенного сужения клинка.
сужение клинка. Здесь мы наблюдаем, что угол заточки, он становится переменным. То есть вот здесь он был где-то 10-15 градусов, а здесь он постепенно становится толще и толще. Да? То есть угол заточки становится все больше. И сужается. В этом случае что получается? Здесь у нас имеется, ну то есть с одной стороны вот на этой зоне мы можем обрабатывать твердые материалы, во-первых, так, вот этой выпуклой частью. То есть это опять-таки резко на вот коже и так далее. А самое главное, вот эта часть позволяет нам строгать поверхности с большой кривизной. То есть этим очень пользуются наши мастера по дереву, да, вот. Здесь у нас получается, что вот две грани. Вот две грани, они служат направляющими. Вот рисунок 15. Так? Вот здесь у нас вот эти грани, они вот тут обозначены точкой В и С, они скользят по этой кривой поверхности и определяют угол реза вот в точке А. Таким образом, здесь у нас нож работает как уже рубанок, то есть уже строгает очень устойчиво, да, и таким образом, вот, допустим, у нас лезвие ножа, она очень устойчиво режет, вот тут снимает стружку, так, и определенной кривизны. Кривизна, она задается точкой С, В, А, допустим, да, вот как они расположены, так она и кривизна будет. Теперь дальше, вот эта кривизна, она задается вот этой шириной клинка. Так, вот если мы еще ближе подойдем к острию, там уже вот эта кривизна становится больше. То есть вот эти точки С и Д, допустим, да, они, вернее, вот тут В и С, они что делают? Они уже сдвигаются ближе друг к другу, и вот получается вот такая штука, что мы можем таким образом, допустим, строгать поверхность, которая имеет очень большую кривизну. То есть регулируя, то есть вот тут выбирая, допустим, зону, мы можем регулировать кривизну поверхности, которую мы получаем после строгания. Так, вот. То есть это очень здорово помогает при изготовлении чаронов и других посуды, изделий и так далее. Да? Вот. Дальше, если подойти ближе к острию, так, то уже здесь у нас клинок в сечении превращается как бы в буравчик. И таким образом мы можем вот этим острием мы можем уже как бы просверливать отверстие. А потом уже вот следующей зоной мы можем его расширять. То есть он работает как буравчик, а потом уже расширяет как зенкер. Есть, допустим, такой инструмент, который называется зенкером. То есть это инструмент, который расширяет отверстия и формирует фаски для отверстий. Вот таким образом клинок у нас имеет очень такие многофункциональные вот такие вот свойства, да, то есть имеет много функций. То есть он может резать, обрабатывать, значит, мягкие материалы, твердые материалы, очень твердые материалы, вплоть до металла. Он может работать как строгающий инструмент, он может как зенкер работать, он может работать как в качестве буравчика. Вот в этом как раз заключается универсальность вот этого нашего ножа. Так, вот, к сожалению, вот сейчас изготавливают, ну, например, если взять вот этот готовый нож, так, мы тут видим, что спуск он односторонний, да, действительно, но вот как видите, вот тут у нас имеет одинаковую ширину, да, и таким образом здесь уже угол
заточки постоянный. То есть, следовательно, вот этой универсальности у этого ножа уже нет. То есть, вот эти признаки здесь уже они не наблюдаются. Теперь дальше, если подойти к острию, то у него тоже, вот видите, вот эта грань, она вот сюда идет, и таким образом, опять-таки, угол заточки остается постоянный. Но это у любого ножа вот именно так оно и есть. То есть, у него вот эти признаки уже не работают. То есть, это уже неполноценный нож саха получается. Да? И такие ножи мы обычно называем просто якутский нож, например. Да? Вот, просто якутский нож. Так, дальше. Если тут посмотреть хорошо внимательно, то вот эта линия реза, она имеет наклон относительно ручки. Так, относительно ручки. И таким образом получается, что при строгании у нас вот этот нож, он имеет более устойчивое положение, принимает более устойчивое положение, потому что мы под углом режем. Так? И вот если вот взять вот этот нож, то у него линия реза тут у нас горизонтально вот к рукояти, опять-таки вот здесь уже вот этот признак он не работает. А здесь вот, допустим, где у нас вот такая вот выпуклое лезвие, она будет работать. То есть этим ножом строгать более удобно. Далее, ну тут этот признак есть у нас. Вот рукоять, он имеет яйцевидное сечение. Яйцевидное сечение. Для чего это делается? Для того, чтобы, вот, допустим, обычно вот такие ножи мы обычно где-то храним, допустим, в голенищах или же вот здесь. И в экстремальных случаях мы уже не глядя его вытаскиваем. И если он будет как бы симметричный, то непонятно будет, с какой стороны у нас будет лезвие. Если мы вытаскиваем, то мы можем вытащить вот таким и будем думать, что лезвие здесь, и пытаться вот резать, да? А в самом деле, если мы будем уже ощупь вот так чувствовать, что вот такая вот более острая сторона, она вот со стороны лезвия. И поэтому мы уже знаем, с какой стороны будет у нас лезвие, с какой стороны обух, да? И это вот как раз очень здорово помогает в экстремальных случаях. То есть это если кто-то нападет, допустим, какая-то зверь нападет и так далее, да? Вот. Далее есть у нас еще ножи, которые предназначены для рыбаков. Он отличается тем, что клинок более легкий, и вот рукоять у нас изготовлена из легких сортов древесины, например, да. И тогда вот этот нож, он как бы встает вот в виде поплавка вот так торчком. Некоторые ножи, они встают торчком, так, и таким образом его очень удобно в воде, допустим, если он куда-то упадет, утонет, то можно его вот таким образом взять. Так. Ну, некоторые говорят, что вообще нож всплывает. Но это редко когда бывает, но это когда у нас вот клинок, он очень тонкий, и вот нож очень легкий. Да? Но это редко когда бывает. Но такой нож, он обычно, якутским он не может считаться, потому что клинок сам по себе у якутского ножа, ножа саха, он толстый и он тяжелый, да? А большинство ножей, он встает вот так вот под углом. Если у нас нож, рукоять будет как бы симметричной формы, он может встать вот так или вот так может встать, так? А вот здесь яйцевидная форма позволяет именно сориентироваться так, чтобы у него, лезвие было снизу, а обух сверху, да, и это очень здорово, вот, удобно для того, чтобы найти вот так, пошарить рукой и найти его, вот, и вот схватить вот таким, именно вот таким вот, каким надо, да, вот. Это вот один из таких признаков тоже. Далее можем остановиться на обухе. Обух, так. Этот обух, он имеет тоже определенную хитрость. Так? Обух, как правило, делается полукруглым.
полукруглым. А почему это делается так? Это для того, чтобы мы, как правило, когда мы режем какие-то твердые материалы и так далее, мы берем нож и, вот, допустим, держим вот так и на него что, ударяем сверху, да, сверху. И когда вот это вот, он имеет вот эту круглую поверхность, то как-то происходит самоцентрирование. И поскольку у нас клинок, он асимметричный, так, то если бы он плоский был бы, тогда он бы как бы пошел бы в крив, да? А в данном случае, когда он выпуклый, он самоцентрируется, и он работает именно как симметричный клин. Симметричный клин работает. Ну вот я вам как бы обозначил вот 10 признаков, может что-то я упустил, можно еще посмотреть, так? Вот. Ну и еще кроме этого имеется еще достаточно много признаков, допустим, это касается материала, это касается, кстати, вот дола касается, да. Насчет дола у меня отдельный разговор совершенно, да, там очень много тоже соображений насчет этого дола. Так, ну вот, поскольку вы попросили рассказать о 10 признаках вот этого патента, то вот я вам рассказал 10 признаков, вот, которые описаны в этом патенте. Вот я повторяю, что этот патент, он не коммерческий, он не был предназначен для коммерческих целей, как многие патенты они делаются. Этот патент призван зафиксировать и закрепить, допустим, традиционные формы ножа народа Саха. Так? Он должен призван защитить прежде всего, может быть, и от других производителей, но и от нас самих тоже, потому что мы видим, что вот, допустим, если пойдем в магазин, будем смотреть вот эти ножи и так далее, они не совпадают с этими признаками, и они не могут называться полностью, допустим, в полной мере ножами Саха, и потому они вот как бы мы их будем называть якутскими ножами. То есть у них определенные признаки есть, но все признаки они там не выдержаны. Там даже что многие ножи они сделаны симметричными. Вот у нас есть заготовка. Вот эта заготовка, она тоже имеет как бы с обеих сторон спуск. Вот, с обеих сторон спуск. Так. Но это сейчас уже так вот часто делают. Видимо, это связано с тем, что нож, якутский нож, он больше теперь уже работает как кухонный нож. Так? То есть мы его больше в быту используем. И им удобно будет резать, допустим, и овощи, и хлеб, и все остальное. Да? Или мясо, допустим, ну, так, чтобы он прямо резал. Да? И поэтому вот такой якутский нож, который вот с симметричным клинком, тоже имеет место быть. Так? Но такой нож, он ничем не отличается от других среднеазиатских пчаков. Вот обычно называются пчаками, да? Вот. Они вот используются в основном на кухне. Вот. А наш якутский нож Саха, он был прежде всего охотничий полевой нож, так, полевой нож. И поскольку там инструментов никаких нет, под рукой только нож, то этот нож, он применялся всюду, и где вот необходимо резать, проделывать отверстия, строгать, заготавливать мясо, свежевать и так далее. Вот таким образом.